Вот уже товар испортится, тут на 1,5 миллиона груз у нас. Пожалуйста, посмотрите, вот. Все уже высох, можно, наверное, уже выкидывать его. Машина Алхидина Аюбова, груженная виноградом, стоит за 200 метров от границы. Вот уже неделю он ждет своей очереди. Его груз начал портиться. По самым оптимистичным прогнозам, чтобы пересечь границу, ему потребуется минимум 2 суток. С документами все нормально, просто очередь, тут пробку создали, вот казахская сторона вообще не запускает машины. Вот и стоим, уже неделю здесь стоим, вот. Солнце, солярка закончился уже. А каждый день на солярку сколько сумок? Ну, каждый день 100 литров солярки уходит в день, только на холодильник. Водители фур продвигаются лишь на несколько метров в день. Их зарубежные партнеры уже начали разрывать договоры. Убытки огромные. По конвенции у нас договор. Когда это грузим, у нас заказ, за сколько дней мы будем, примерно, от 10 до 12 дней. На каждый день мы, которые поздно пришли, у нас штраф по каждый день по $100. Такой договор у нас. Не знаю. Просто я за первый раз попаду в такую обстановку. У нас так нельзя, так невозможно. Это нарушение человеческих прав. Станку гражданин Болгарии. Его машина стоит в середине длинной очереди. Он не может даже примерно сказать, сколько дней ему еще ждать. Деньги, которых водителям должно было хватить на весь путь до конечного пункта назначения, начинают заканчиваться уже на этой границе. Они в растерянности. Нам уже нечем питаться. Спасибо местным жителям. Приглашают к себе, угощают. Вчера мы посчитали, за 2 дня мы продвинулись всего на 200 метров. Никаких новостей относительно того, когда откроют границу, водителям никто не сообщает. Это мой последний рейс. Меня после этого выгонят с работы. У меня 8 детей. Вот представьте. Если некоторые водители понесли огромные убытки, другие лишили своих клиентов и остались без работы. Кто им возместит ущерб, неизвестно. Вот я сейчас получил талон. Я 305-й в очереди. Когда перееду границу, не знаю. Положение пассажиров не намного лучше, чем у водителей больших грузов. Люди вынуждены стоять часами на границе. Моя работа в Таразе. Этим кормлю свою семью. Сами видите, не пройти, не проехать. Если даже поеду в Бишкек, кто мне там даст работу? Здесь в очереди стоят женщины с грудными младенцами, есть беременные. На той стороне границы кыргызам тоже нелегко. Только вчера депортировали. Для жителей большинства районов Таласской области легче и выгоднее провозить продукты и товары из соседнего Казахстана, чем ехать в Бишкек через 2 перевала. После закрытия границы наблюдается дефицит продовольствия, продукты начали резко дорожать. Поставки муки прекратились, не пропускают. Мы все товары, начиная от ниток, привозили из Казахстана. Сейчас в магазинах дефицит. Продовольствия не хватает и нам, и на той стороне границы. Эта палатка, поставленная у дороги, все, чем может сейчас помочь правительство Кыргызстана. Но это вряд ли облегчит положение всех, кто вот уже неделю стоит в очереди на пересечение границы. Айбек Бейбусунов, Урмат Аканбекулу, НТС, Таласская область.